вот, в Ингушетии гражданское общество есть. Это вам не понаехавшие со всей страны за работой и за сладким куском хлеба в Москву. Нет, это местные жители. Они там живут, это их земля, они не маргиналы. Они имеют корни, они понимают, здесь жили их дедушки, бабушки, прадеды, отцы. Они живут, дети будут жить, внуки будут жить. Они отвечают перед будущими поколениями. Вы понимаете разницу? И вот это гражданское общество способно ответить на действия Кремля. Буквально вчера в сети появился такой рапорт, который написал один силовик в Назрани. Я сейчас вам его зачитаю. В этом рапорте написано: начальнику ОМВД России по Назрановскому району подполковнику полиции Килиматову. Довожу до вашего сведения, что я отказался выполнить ваше указание, а именно встретить и разместить прикомандированных сотрудников по причине того, что у меня нет никакого желания встречать в кавычках собак. Подпись: старший оперуполномоченный Шаухалов. Конец цитаты. Я не знаю, служит ли этот человек сейчас, сегодня, на сегодняшний день в органах, или срочно уже уволен, но я скажу одно: браво! Браво, старший оперуполномоченный! Вы настоящий мужчина, и я восхищен вашим принципиальным поступком. Эти прикомандированные сотрудники и есть собаки Путина, псы режима. Это их надо давить, а не своих граждан, которые возмущены абсолютно справедливо. И этот опер, он знает, он прекрасно знает, ему здесь жить, ему, если что, смотреть в глаза своим землякам и отвечать за то, с кем он был вот в данный момент. С ними, с людьми или с этими прикомандированными волкодавами, которым похрен на все, лишь бы бабло платили. У этого человека есть совесть и мужество. Я ему аплодирую. И вот теперь сегодняшняя новость из Ингушетии. Силовики ходят по домам, по неподтвержденным данным ищут разрешенное оружие, хотят изъять. Но что там на самом деле неизвестно. Понятно только, что это ответ на протесты, говорится в телеграм-канале Фортанга.орг. Канал публикует фотографии вооруженных людей в камуфляже на улицах Назрани. Это прикомандированные собаки ходят, я вам скажу. Да, это вот эти псы выгрызают у людей оружие. Читаем дальше. Рейды Нацгвардии, все-таки Нацгвардии, да? Нацгвардии. Связаны с проверкой лицензии на ношение и хранение оружия. Ну да, прямо лицензии их интересует. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин в разговоре с ТАСС сказал, что силовики проводят в Ингушетии и других регионах, в кавычках, плановые мероприятия по обследованию условий хранения оружия в организациях, где есть оружейные комнаты. О как! Также силовики, читаем дальше, планировали проверить 50 граждан, у которых просрочены лицензии на оружие. Это не какая-то спецоперация, а обычная плановая работа, настаивает Грибакин. Этот Грибакин, пес смердящий, он лжет. Путин до смерти боится, что ингуши возьмут в руки оружие и понесется. А они возьмут. Возьмут. Стоит только пролиться одной капли крови их земляка, какого-нибудь, даже случайно. Если на Кавказе начнется война, она очень быстро перекинется на другие регионы. И в этом случае Путину уже не хватит никакой армии. И никаких кадыровских головорезов не хватит. И ЧВК Вагнера тоже не хватит. В Кремле это понимают прекрасно.